Мы, скульпторы, в основном увековечиваем то, что уже было, то, что уже прошло, и как-то взгляд вперед. Ну, как бы мы сами делаем, конечно, прогноз на свои работы, на свое творчество, наперед, на 100 лет. Ну, что можно сказать? Через 100 лет. Ну, мы оптимистичные люди, поэтому мне кажется, что через 100 лет наша республика, скорее всего, не будет существовать как республика. Она будет частью большой какой-то, ну, все равно останется частью большой страны, но уже, наверное, статус отдельной республики, наверное, уже не будет представлять. Будет какой-то другой статус, мне кажется, что, может, это будет даже более весомый статус, чем просто республика в составе федерации. Язык мы сохраним, потому что вполне сейчас большое количество говорит на языке, и сейчас уже начинаем задумываться о том, чтобы сохранять его пораньше, чем мы бы уже начали терять. Ну и тюркские языки, они в основном, как я вижу, довольно живучие, довольно адаптивные к миру. Поэтому, мне кажется, язык, значит, свою национальность, свою идентичность мы не потеряем. Мне кажется, нужно больше интегрироваться. Сейчас такая тенденция, ну, вообще по всему миру, наверное, больше закрытые мы какие-то становимся, как это называть-то, даже уходим в себя, закрываемся. Ну, весь мир сейчас, по-моему, весь закрывается, весь закрытый. Каждый индивидуум отдельно думает только о себе. Какие-то маленькие сообщества думают только о благе своего сообщества. Нет такой большой интеграции в мир, как это говорится, глобализация сейчас, по-моему, уже отступила в силу того, что она уже как бы действует на... совсем подошла близко к зоне комфорта человека. Поэтому, мне кажется, следующие 50 лет мы будем отгораживаться от всего мира. Но мне кажется, нельзя это делать, нужно больше интегрироваться, потому что интеграция — это развитие, а развитие — значит сохранение нашего вида. Чем больше мы интегрируемся в большой мир, тем больше можем подарить этому миру, в том числе и искусство, может быть, какие-то научные открытия, еще что-нибудь, потому что наша земля богата талантами. Я вполне не совсем, наверное, традиционный представитель якутского искусства. Я больше, наверное, западное представляю искусство. Ну, как это, как классический скульптор и как увековечиватель всего того, что было. Думаю, скульптура, она сама по себе уже 2000 лет не изменяется практически никак. Есть новые какие-то методики изготовления, есть какие-то новые технологии, но они не сильно отличаются от тех, что были те же самые 2000-1500 лет назад. Мы лепим из той же глины, мы лепим из того же воска, отливаем в тот же металл, бронза, который показала, что она действительно хранится, может показать наше творчество через многие тысячи лет. И я думаю, новые материалы, если появятся, то они, если они даже появляются, они входят очень медленно в обиход скульптуры, потому что скульптура — это очень консервативная профессия, очень консервативное дело, и поэтому может появиться какой-то металл, который, да, действительно будет храниться десятки тысяч лет, но зачем менять, если есть уже бронза? А так, для нашего якутского искусства, я думаю, следующие 100 лет — это 100 лет развития, потому что мы очень долго, наша
традиционное наше искусство стояло как бы законсервированное, что ли. И сейчас благодаря археологическим раскопкам, новым историческим каким-то данным, находятся, благодаря интернету, благодаря новым технологиям, находятся материалы, которые считались потерянными, утерянными. И я думаю, в ближайшие 100 лет нас ждет новый ренессанс якутского искусства. Ну, я так надеюсь. Сейчас как раз наступает то время, когда уже многие представители культуры и искусства хотят объединиться, хотят что-то делать совместно, хотят как-то продвигать свое видение мира гораздо дальше, чем только на Якутии. Думаю, лет через 10 мы уже будем с другим видом искусства, с другим взглядом на мир. И дальше, я думаю, пусть это продлится надолго, на 100, на 200 лет. Человеку нужно, если взять каждый отдельно человека, нужно больше учиться, заниматься, читать, познавать что-то новое. Наша профессия вот, скульптора, как бы она такая законсервированная, но мы всегда пытаемся что-то новое привносить. Те же, сейчас мы пользуемся довольно широко социальными сетями и новыми технологиями цифровыми. Допустим, сейчас некоторую работу, которую делали раньше руками, сейчас делают станки. Как бы это облегчает труд, но это не заменяет человека. И когда говорят, что вот какие-то профессии умрут, вымрут, это не так. Просто человек будет этим заниматься всегда, просто что-то облегчит, допустим, новая техника, новые методы. Через 100 лет тоже, нас, конечно, не ждет технологическая революция еще одна, но я думаю, гораздо будет легче жить и гораздо шире человек творчески сможет раскрыться. Получаете удовольствие от того, чем вы занимаетесь, получаете больше радости от общения, от живого общения, потому что, я думаю, через 100 лет общение будет еще более цифровым, потому что и сейчас уже мы видимся очень редко. Поэтому общайтесь, любите друг друга, занимайтесь творчеством, потому что это хорошо, и это на долгие-долгие века.